Всякая музыка идет от сердца и должна дойти до сердца. Это сказал Герхард Гауптман, немецкий драматург. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. И сегодня у нас в гостях просто Саина. Здравствуй, Катя. Здравствуй, Ира. Считается, что имя влияет на человека. И ты была одна из первых, которая взяла себе псевдоним и сделала его своим именем. Что поменялось тогда? Абсолютно все. Я, во-первых, стеснялась быть Катей на сцене. Савинова Катя, это Екатерина Аркадьевна, как-то все очень было официально, но Катя мне не нравилась. Больше нравилась Катюша, а Саина — это, оказывается, начало фамилии Са, Екатерина Ина. Я просто взяла буковки, значит, убрала лишние, и получилось Саина. А о том, что это лето, ты не думала? На самом деле, вначале я хотела назвать по-якутски, да, и краткое 2 буквы но заранее я думала о тех, кому будет сложно читать, писать это на английском, на русском, и так представила, как они будут мучиться, писать, как там, сколько букв, да, и я решила, я лучше буду Саиной. Тогда в этом какой-то особый смысл, именно твой? Во-первых, я очень стеснительный, закомплексованный всегда ребенок была, и мне не нравилось быть на виду, мне не хотелось, чтобы о мне кто-то что-то говорил, то есть я была очень таким серым мышонком, как я себя называла, или даже гадким утенком. Вот. А когда пришла пора стать певицей, то Саина для меня стала как маска, наверное, да? Я пряталась за эту маску. Образ такой, то есть вышла Саина и поет Саина, и обсуждает ее. Да, роль. Вот. То есть Катя Савина всегда была, а роль Саина — это как выхожу на сцену Саина, тут Катя, и у меня почти двуличие, наверное, было, да? Хотя эта Саина мне помогла быть больше уверенной, не бояться сцены, и вообще этот образ артиста мне дал очень большой толчок, наверное, в пути моем личностном пути. Вот ты разграничиваешь, да, Саина и... Раньше было так, сейчас я полностью опять Савинова Екатерина, как-то все уже полноценно, то есть я целостно к себе отношусь, как я есть, я уже не боюсь, не стесняюсь, и все со мной сейчас уже в порядке, гармонии. Ну, за 25 лет, поздравляю, кстати, 25 лет на сцене, у тебя очень много титулов там разных, да, что ты сама для себя считаешь самым главным, самым важным? Да, я занималась достигаторством, потому что когда мне говорили, ты не так поешь, не так, там что-то все время не так, что-то не то, и мне видать, хотелось доказать, что я это умею. И я шла и училась, как фольклору, там, джаз, классики, и столько репертуар у меня стало намного такой обширный, да, что я уже пою на 30 языках, и мне стало интересно, как музыканту, легкая атлетика, пятиборье, а здесь что я еще смогу петь, какие ноты я смогу еще взять, что я еще смогу, ведь я же не умела это всего, я же стеснялась, то есть мне просто такой спортивный интерес был. И когда я достигала этих нот, либо каких-то там жанров, я удовлетворялась тем, что, это я взяла эту высоту, молодец, и так и привычку вошло, то есть все время цель. И сейчас я более-менее тоже спокойно, думаю, набрала огромный опыт, теперь я уже могу делиться этим опытом, что я набрала за все эти годы. То есть новый период настал, да? Да, мне нравится больше делиться, и хотя этот путь я должна была пройти, именно достигаторство, чтобы 20 стран у меня было, да, что я умею все петь, что я такая молодец. Теперь я знаю, как любому человеку открыть этот его природный голос. А прямо у любого человека есть голос? Абсолютно. Любой человек талантливый, каждый человек талантливый от природы, потому что природный голос, он дан нам при родах, при рождении и при своем роде. Я просто отождествляю с собой, если я это смогла петь, если я это смогла изучить, научиться, то может
любой человек, потому что меня никто не слышал. Я была вот тихим, стеснительным вот, да, ребенком. Но какие-то способности же были все равно, наверное. Я единственное, Ну, что в школе где-то выступала на праздниках, нет? Не было такого? Да, как все дети. Или просто вот в расческу пела там? Как все дети. Я, конечно, давала концерты домашним, да, домочадцам, вот концерты. Ну, все это было на уровне, как у всех. Хор, музыкальная школа, фортепиано. Это было все как у всех. И я очень боялась сцены, и прямо такой цели быть певицей у меня не было. Но зато аранжировщиком я хотела стать. А как получилось, что… Я думаю, что вот специально меня свели мои предки, чтобы я прошла этот путь. И желание у меня было после, наверное, операция была, то есть, получается, аппендицит, и лежала месяц в больнице. И там я подумала, что я хочу. Сколько тебе лет тогда было? Тогда было мне, ну, мне уже дочка была, 23, 20, где-то так, наверное, 24 года, да? И я подумала, все, надо мне исполнить мою мечту. И я вышла и записала первую песню. Мне сказали, о, неплохо поешь, может из тебя сделать звезду и так далее. И я подумала, почему нет? То есть какие-то страхи ушли, потому что был такой момент дискомфорта, да, когда ты лежишь в больнице, и ты мечтаешь исполнить свою мечту. Или сейчас, или никогда. А мечта была именно стать певицей или спеть просто? Или… Ну, видать, я хотела быть на сцене, мне же родители все музыканты, артисты, поэтому мне хотелось выйти на сцену, но у меня был страх выйти одной. И я даже себе придумала цель выйти, значит, я дала заявку ансамбль Туймада. И тебя не приняли? Нет, ну я написала, говорю, возьмите меня в певицы, потому что их там 8. А ты там за ними затеряешься? Да, то есть я уже нашла, у меня была стратегия выйти не одной. Ну, конечно же, меня не взяли. Почему не взяли? Ну, наверное, письмо не дошло, и, слава богу, тогда открылась студия эстрадного искусства Юрия Георгиевича Платонова, нашего первого наставника, народного артиста, да, республики. И, оказывается, это была самая первая фабрика звезд, 90-й год. И я туда поступила, но во мне заметили не голос, а то, что я умею играть, что я пианист. Вот. Поэтому я играла всем аранжировки. Тогда не было понятия минусовки, фонограммы. Все играла, всем звездам. И распевки вот эти играла. Была концертмейстером. А потом? Потом я вышла на сцену в трио было у нас. Тоже все время мне хотелось группа, но не сольно. И на тот момент я уже, когда концертмейстером была, я поняла, что такое уроки вокала. Я уже слышала, как он преподает, вообще как он открывает голос, да, любому человеку. И я тогда не знала, что это мое предназначение основное. Но сцена, она меня вывела сразу буквально вот Якутск 97, и все, и пошло-поехало. Появилась песня, и я говорю, что песня вообще-то человека открывает. Это была песня «Здравствуй, Якутск»? Да, именно песня нашла меня. То есть я сейчас какие-то открытия делаю, что песня находит человека и дает тебе эту энергию. То есть она тебе помогает стать этой личностью. Если бы не эта песня, может быть, Саины и не было. А ты с ней вышла в первый раз? На большую сцену, да. Вообще на сцену. Это был клуб Гагарина, 97-й год, январь. И я вышла с этой песней уже, и все. И стала лауреатом первой степени. Потом уже в апреле я вышла на сцену театра оперы и балета, потом на площадь Ленина, летом уже стадион. То есть Саина начинала петь именно на больших таких сценах. Я даже не знала. Сразу ты вышла на большую сцену? Ага. И когда через год или два я уже поехала на гастроли, для меня 150 человек, это было наоборот как-то так интересно. Ой, люди так смотрят на тебя, так интересно. Я же привыкла к стадионам, там, площадям. А как эта песня тебя нашла? Я знаю, что ее написал Николай Гринько, который… Слова. А Александр Болознев написал музыку. Это ребята, мы тогда все записывали мой альбом
на студии звукозаписи «Соли Тутти». Болознев Александр, он тогда уже сочинил эту песню, и Коля только потому, что появился конкурс 97, Якутск 97, и они написали эту песню. Потом был конкурс песен про Якутск, да? Да, раньше каждый год был. И эта песня, когда была написана, они мне ее показали, я подумала, боже мой, неужели я буду петь эту песню? И вот эти ноты для меня казались такой высотой, что я аж волновалась, у меня не удавалось это петь, было тяжело, кстати, да. Эта песня стала лучшей песней года и лучшей песней о Якутске. То есть эта песня сама живет своей жизнью уже давно. И, кстати, сейчас уже к 25-летию я организовала в онлайне конкурс, и теперь ее поют на якутском, на французском, на английском, на китайском. Кстати, клуб Тайдзисфянь тоже исполняют и поют на китайском. То есть песня — это большая энергия. Но причем, если конкурс был каждый год, да, там были какие-то победители каждый год, но ведь именно эта песня стала неофициальным гимном Я города. не была гран-при, я вообще никогда не побеждала. То есть это даже не гран-при было? Нет. Я всегда была вторым местом. Поэтому, наверное, мне это помогало дальше еще двигаться, не стоять на месте. Как ты потом начала вот петь на разных языках, интересоваться культурой разных народов? Мой первый альбом, он был на 2 языках, уже русский язык и якутский. И даже английский у меня, кстати, был. 3 языка. Но когда я в то время пела только эстрадные песни, да, мне ничего интересного не было, поэтому я фольклором вообще не интересовалась. Но так получилось, что я была вот на камлане эвенкийского шамана, и я увидела настоящее камлание, и тогда я очень скептически к этому ко всему относилась. После этого мне стали то есть говорят, синхронизируются вот события и встречи, да, то есть ситуации в жизни, и я стала встречать эвенов, эвенков, как будто вот предки брали и давали тебе вот этих людей на твоем пути. А у тебя есть кровь, да? Да, я северная. То есть я выросла в Булунский улус, поселок Кисюр, у меня бабушка эвенкийка, и поэтому я выросла на крайнем севере. Там, где река Лена впадает в море Лаптевых, где северное сияние, это ежедневно мы играли под северным сиянием, олени. Вот эту культуру северную я впитала в себя, но летом мы уезжали в Чурапчу, на родину к бабушке, дедушке, а там, наоборот, якутская культура. И вот когда у меня репертуар расширялся, я поняла, что, оказывается, все это идет с детства. То есть ты и вроде северных корней, и у тебя есть якутские корни, и ты получается, что в тебе все есть. Ты никак не можешь это разделить, и репертуар начал расширяться потихоньку. То есть мне стало интересно языки коренных народов Севера, потому что я удивилась, что на тот момент языки, оказывается, есть. Оказывается, есть носители языков. Я была очень удивлена, и, конечно же, удивилась, почему это мы не знаем об этом. Потом узнала, что есть песни, и появились друзья, оленеводы. Я стала собирать материалы. Мне гастроли стали интересны, когда я стала собирать параллельно материалы у бабушек, дедушек. Везде ходила с диктофоном, библиотеки, ноты, песни искала фольклорные. Вот такая потребность у меня появилась. И к 2005 году я собрала уже целый альбом. И поняла, что надо такой альбом создавать. И этот альбом, кстати, туда вошли все вот песни коренных народов наших, да, и Асохой 3 вида. К тому моменту я там научилась чуть-чуть там кылгах петь, хотя я вообще русскоязычная была, училась в русской школе, и мне это стало интересно все это изучать. Когда этот альбом вышел, очень много коллективов, почти вся республика стали применять этот репертуар. Потом они меня поздравляли и благодарили, что они победили там какой-то конкурс в Турции, еще где-то. Это было так интересно, надо же, думаю, тоже репертуар пошел и стал интересно. То есть ты эти песни просто собрала и оформила? Да, то есть для меня вот аранжировка — это номер 1. 80% успеха в песне все-таки считаю аранжировка удачная.
И одно дело, у меня есть вкус как бы собирать хиты, что ли. Мне всегда говорили, у тебя нюх на хиты. Вот. И, ну, наверное, музыкальное образование сказалось. И мне всегда, если я создавала альбом, я очень к этому относилась, ну, трепетно, таким прям. То есть не каждая песня достойна войти там в альбом, Да, да? я с аранжировщиками очень так работала, ответственность такая была, и думала, то есть каждый шаг, вот каждая песня, каждая нота, она была прямо вот прожита, можно сказать. И я выпускала каждый альбом в Москве. Ты специально ехала туда, потому что там звукозапись. Фольклорные песни в современной аранжировке в твоей, да, Да, получается? стилизованные. Ага. А вот ты поешь на 30 языках, да? На 30 языках. Ты всегда понимаешь смысл? Когда я пою на языке другом, я обязательно встречаю носителя. То есть это не просто вот выбор песни, да? Это я, значит, кого-то встретила, носителя языка, либо я побывала в этой стране. Началось все с Японии. В 2004 году делегация якутская поехала представлять Якутию в российском посольстве в Токио. И моя первая страна, кстати, была Япония. И там мне дали задание. Первый раз за границу ты вообще попала? Да, первый раз. Кстати, я еще вот, когда мне открыли природный голос, я еще брала уроки вокала в Москве, потому что я поняла, что мне надо развиваться. То есть вот эти ноты «Здравствуй, Якутск» — это был мой предел, и я поняла, что я там, ну, задыхаюсь, мне не хватает дыхания, мне надо учиться, и я вообще люблю обучаться, учиться. Нашла себе преподавателя и ездила 3 года подряд в Москву. После этого, когда я услышала свой голос, он такой громкий, огромный, такие ноты я стала брать, у меня жизнь стала меняться. То есть, оказывается, вот есть такая фраза: насколько ты реализован в этой жизни, настолько это отражается в твоем пространстве. Кошельке. Есть такой, да? Я говорю, если насколько у тебя широкий диапазон голосовой, да, настолько у тебя и жизнь становится безграничной. И вот когда у меня появилась эта до диез, который я вообще не могла петь раньше, и меня сразу пригласили за границу. Я подумала, куда я еще хочу? И так получилось, что в Японии я спела фольклорный материал, этнический материал. Я очень переживала, волновалась, конечно. И этот день я никогда не забуду. Это как бы мое крещение, что ли, было, да? А потом уже пошло-поехало. И мне дали задание спеть на японском языке. Это был первый язык вообще из этой копилки. Оказалось, очень простой язык японский. Потом меня пригласили через 3 месяца в Монголию. Вот. Пришлось найти носителя. У нас он есть в Якутии. Балдорш в Хатасах живет. Он играет флейтист. еще. Флейтист. Да. Ага. Я ездила в Хатасы. Очень сложный язык оказался. Далее меня пригласили в Болгарию. Это за 1 год я посетила 3 страны. А до этого до границы не было? Ни разу. Это как портал какой-то открылся, путь. И в Болгарии меня пригласили на передачу типа вот «Вечерний Ургант», да? Тогда был Славий, очень популярный ведущий, и я попала на самую популярную передачу, и уже автографы там раздавала. Оттуда я привезла альбом на болгарском языке. Ну вот, то есть каждый язык — это знакомство со страной либо носителем. Соприкосновение с культурой, да. в общем. То, когда я пою вот на этих языках, мне кажется, что я чувствую эту страну, либо этот народ, менталитет через песню. Вот. И смысл, естественно, понимаешь, да? Конечно, я обязательно работаю с носителем и обязательно проверяют меня на произношение. И когда меня поймут, вот тогда я только иду петь. То есть ты поешь еще и без акцента для них, да? Да. Очень много языков. Скрупулезная вроде бы работа, но мне это нравится. То есть я сама себе нахожу развлечения, какие-то новые проекты, и мне это очень нравится. Даже будучи в Канаде, меня пригласили на македонское телевидение. Я на македонском даже спела, абсолютно без акцента. Крайний язык был вот армянский, да, потому что у меня подруга из Армении в Москве, она доктор. И я говорю, вот мы с тобой дружим уже сколько, ты мне, говорю, песню, когда вот я буду, ой, сирун, сирун, и так далее. И она тоже воспряла духом, потому что она говорит, я не умею петь. И таким образом мы вместе с ней пели почти дуэтом и выучили эту песню. То есть это целый процесс,
как бы дружба между народами, это очень быстро сближает. То есть музыка всегда поднимает дух, укрепляет дух любого человека. Не могу не вспомнить проект 9 мая 2 года назад. Ой, огромная тебе благодарность, потому что я попала в этот музыкальный батальон прямо вот когда уже всех набрали. Последнего года. Да. И ты мне позвонила тогда, не хочешь спеть песню «10-й батальон» на якутском? И здесь вот я волнуюсь сейчас, потому что это такой трогательный проект, действительно, да? И у меня всегда есть диалог. Мой ум говорит «нет», а душа говорит «да». Соглашайся. И душа говорит, давай, это же круто спеть на якутском языке такую песню. А ум говорит, откуда ты найдешь переводчика, когда ты не успеешь? То есть всегда вот такие диалоги у меня бывают, и моя рука говорит, да, все хорошо, я соглашаюсь. И потом нашла переводчика. Слава богу, Комиссарова Валентина согласилась, она мне отправляла стихи, и уже целый альбом мы записали во время пандемии. Это просто душа пела. Я, знаешь, как бы раньше, может быть, я пела для каких-то мероприятий, для каких-то альбомов, да, то есть была стратегия для какой-то страны, там. А эти песни это просто душа пела. Это без никакой-либо цели, просто чтобы петь и звучать. И они, как будто это не я пела. Вот мы записали, значит, вот нам нужна одна победа, журавли, День Победы, и вот пошло-поехало. И когда Леонид Бурлаков, вот продюсер Земфиры, да, он послушал, говорит, тебе надо петь, и чтобы твой голос во всем мире звучал. Я говорю, благодарю, ну, если это нужно будет, это будет так. И слава богу, вот этот клип, когда мы записали, приняли участие 10 стран, на 17 языках, что ли, мы спели, да, и якутский язык 2 строчки прозвучало. И этот клип, к сожалению, на ютубе его мы убрали, потому что там какие-то авторские права появились, Булата Куджавы, в общем, какой-то запрет поставили, и на ютубе его нет. 9 мая мы не смогли презентовать, но зато на Фейсбуке он вообще, по-моему, миллиарды уже просмотров. И продюсер тогда сказал, Леонид Бурлаков, Якутия должна быть обязательно в этом клипе. И вот слава богу, что все так получилось. Самое интересное, что случилось за время пандемии, Николай Курилов, старейшина юкагирского народа, попросил меня спеть его песню мечты «Ave Мария» на юкагирском языке. И это был такой творческий процесс. Мы по WhatsApp все это работали, сидели дома. Он проверял мое произношение. Я очень тоже с трепетом относилась к этому процессу. И ко Дню коренных народов мира, 9 августа, мы презентовали песню на юкагирском языке. Так вот, оказывается, юкагиров-то совсем мало в мире. Ну где-то вот около 400, наверное, да, всего. Да. Но когда я спросила, а сколько говорят, он очень так важно сказал, вы знаете, говорят и думают на этом языке 8 человек. То есть говорят, ладно, но думают на этом языке 8. Меня, конечно, это очень растрогало. Вот. И эту молитву я отправила всем своим друзьям, разные города России и за границу. Они все плакали и благодарили. А почему именно? А это его любимая песня. Николая Курилова. А как ты попала в жюри конкурса «А ну-ка все вместе»? Тоже интересный такой период в моей жизни. Я уже 4-й год сижу в вокальных экспертах, то есть жюри, самого большого жюри, где сотни экспертов, не 4, да, а сотни. Во главе нашей сотни Сергей Лазарев, ведущий Николай Басков. Я нахожусь в этой сотне уже как... У нас есть ветераны сотни и очень большая текучка звезд. Звезды приходят, уходят. А ты сидишь? А я сижу. Вот. И, конечно, я хотела быть певицей российского уровня, международного уровня. Но когда я поняла, стала читать знаки, да, если у тебя одни двери закрыты, то не надо мучиться, страдать и стучать в эти двери. Надо искать другую дверь. Да, есть другая дверь,
И как ни странно, когда я стала преподавателем по вокалу, у меня двери все стали открываться, в том числе на российский федерального уровня канал. Очень просто меня нашли в интернете, потому что я преподаю вокал, и предложили пройти кастинг. И, в общем-то, я прошла, и вот уже 4 года сижу. Мне очень интересно в том плане, что я повышаю квалификацию свою. Мне нравится оценивать и смотреть, и слушать комментарии, потому что в сотне есть буквально очень много преподавателей высших учебных заведений России, да, музыкальных и так далее. И очень интересно быть в этой сотне. Это целый мир отдельный, звездный, так скажем. И я всегда мечтала, чтобы из Якутии кто-то принимал участие. И вот есть такая новость, но вы сами увидите. Что-то будет? Что-то будет. Смотри, звезды, уровень, эксперт. В то же время, ну, понятно, что здесь, в Якутске, в основном исполнитель зарабатывает корпоративами. Ну и вообще в России, так скажем, да. Это вот прям прямой показатель уровня востребованности там, артиста, да, это вот корпоративы, свадьбы, юбилеи. Этот период у меня был раньше активный. То есть мы действительно только зарабатывали на корпоративах. Пришло время, когда я стала больше уезжать за пределы республики. 7 лет подряд ездила в Канаду и жила по 2-3 месяца. Многие думали, что я переехала. Но мне этот период нужен был для становления как этнической певицы. А что ты там делала, кстати, расскажи подробнее. Я приезжала в Канаду, снимала комнату, и что я делала? Записывала альбомы, отдыхала. То есть мне надо было ездить, и английский язык мне нужен был. То есть я присматривалась, где я буду жить. Вообще-то, если честно, я хотела переехать. У меня была такая цель. Потом я уже, так скажем, этот период прошел, и появилась Америка. Я поняла, что где есть английский язык, мне комфортно. Может, я в прошлой жизни была где-то. Вот, поэтому, но Канада, я очень много регионов, где я была в Канаде, и ездила в Виннипег, Монреаль, там, Икалуит, Эдмонтон, и у меня очень, там, у меня поклонники есть там, и друзья, продюсеры, музыканты. Небольшой, так, ну, Канада для меня как-то вот, наверное, как Петербург, как Тикси, вот, потому что я в Тикси, такая же погода, такой же климат. Видать, мне этого не хватало. И потом уже все, когда мы записали 3 альбома, я всегда давала концерты. И у меня тоже наставник есть, продюсер Джордж Коллер, лучший контрабас, лучший бас Канады. Я там пела только фольклор, только этно. То есть ты там как этническая певица? И меня все время приглашали первые нации Канады. Я являюсь номинантом музыкальной премии первых наций Канады, ходила по красной дорожке. Потом на этой же премии меня уже в жюри позвали. То есть я уже давно международный эксперт, можно сказать. И меня всегда куда-то на телевидение тоже приглашали. И всегда говорили: ты из Сибири? И всегда вот так вот пожимали руку, говорю: сестра, приезжай еще, мы тебя ждем. И это было так интересно, потому что ты как будто у себя дома находишься. Культура очень похожая, песни даже похожие. И как будто вот ты действительно являешься мостом, да? И когда мы стали номинантами первой этой музыкальной премии наций, меня вот очень благодарили, потому что говорят: у нас вот белые и первые нации, у нас есть разрыв, а ты становишься как мост. Вот. Дальше мы хотели уже подаваться на Грэмми и другие премии, но я все время возвращалась в Якутию обратно. Вот. И мне нужен был язык, потом появилась Америка, я ездила на фольклорный фестиваль. То есть мне нужны были площадки, и я везде представляла Якутию. Именно все 6 коренных народов Якутии. Мне это было нужно как воздух, наверное, потому что в Якутии на корпоративах я это не могла исполнять. Поэтому я ездила за границу больше. Чтобы там слушали этнические песни. И я очень часто пела в ООН, меня приглашали в Нью-Йорк. И так получилось, что я в 2017 году единственный человек из России, кто открывал форум
17-й сессии коренных народов мира, Генеральной Ассамблеи ООН, в том самом зале, который я с детства видели по телевизору, вот наушники, да, и у меня прямо коленки дрожали, у меня дух захватывало, и я говорила организаторам, а меня попросили МИД России, меня предупредили, потому что я думала, меньший зал, оказывается, это тот самый зал, и меня потом якутская делегация поздравляли и говорили: ты наш чемпион, молодец, Саина. Вот интересно. Потом в Нью-Йорк меня приглашали ученые, и я входила в программу грантовую. То есть мне везло, вот все время приглашали, оплачивали проезд, и я пела даже в Нью-Йорке в этом музее естественной истории. У меня был сольный концерт, мало кто об этом знает, но я была на таких площадках, что сейчас думаю, боже мой, где моя нога только не ступала. Я везде давала интервью о Якутии, обо всем. Все, что касается культуры, географии и менталитета и так далее. И мне это очень нравится, поэтому меня все время приглашают на разные мероприятия. И в Норвегии 3 раза была, в Монако, под эгидой ООН. И вот у меня есть вот друзья, которые всегда... И даже в Венгрию вот меня пригласили в сентябре месяце прошлого года. Я должна была опять поехать этнической певицей. Должна была дать свой мастер-класс. И я приезжаю в Москву, и красная зона закрывается в Венгрии. Вот такая я безграничная, что ли. Мне вообще без разницы, где преподавать, где жить вообще-то, да. И потому что мне нравится вот такой вот весь земной шар. Но ты при этом себя чувствуешь послом Якутии, да? Ну, я чувствую какую-то миссию. Раз я так вот кочую, значит, какая-то миссия в этом есть. Я уже перестала сопротивляться. Может быть, я хотела быть на одном месте сидеть. И даже хотела вернуться в Якутию, чтобы гастролировать по всей республике. Но все время как-то закрываются пути уже. Потому что какие-то другие пути открываются, портал. И я просто беру и еду, где открывается. Где меня ждут, я туда еду. А вот есть такое выражение, что нет пророка в своем отечестве, да? Ну, то есть вот тебя приглашают в ООН петь, там, туда-сюда, а тут да, ты ходишь так себе. Да, кстати, когда здесь, я забываю, кто я. Забываю все свои вот эти регалии, успехи, и просто как обычный человек живу. А когда уезжаю, мне начинает напоминать, что, оказывается, я представитель, что я носитель, что я делюсь знаниями, ценными. И, кстати, за границей, вот мне что нравится, когда я пою вот этнические песни, играю на хамусе. То есть я этому всему научилась, брала мастер-классы. И когда я научилась там всему, что делают наши артисты, выступают, у нас, кстати, очень мало международного уровня артистов и вообще деятелей, да, и нас очень мало. Вот. Если бы действительно поддерживали, было бы очень здорово, мы были бы примером и дальше бы ездили, да, пока мы зациклены на другом немножко. Когда я пела за границей, мне всегда говорили: ваши песни такие красивые, такие чистые, такие светлые, и как будто вот они идут из ядра земли, и они способны очищать всю нашу землю. И когда так говорят, думаю: о, как красиво сказано, какая-то вот миссия. И хочется, конечно, чтобы кто-то уже Грэмми взял. Хочется, чтобы на международном мировом уровне мы прозвучали. Не только вот инструмент хамус, но и наши песни прозвучали. Я была достаточно много за границей на конференциях, те же самые темы во Франции, да, меньшинство и глобализация, например. И вот там тоже те же темы поднимаются, как поднять престиж коренных малочисленных народов там, на мировом уровне и так далее. Да, в последнее время причем появляются какие-то такие проекты. Вот прошлым летом я брала интервью у Риты Поповой, вот Кандыкан проект. Кстати, да. Тоже ведь это такая история коренных народов, которая вот сама пришла. Я с Ритой уже подружилась, и колыбельная, кстати, которую я исполняю, она будет саундтреком к этому мультфильму. Мне тоже очень приятно принимать участие в этом проекте. И мне показалось, что она является продюсером КМНС. А у тебя, кстати, был продюсер? Есть продюсер?
Или ты сама себе продюсер? Я сама себе продюсер. И единственное, что вот в Канаде у меня вот продюсер Джош Коллер. Как только я приезжаю, он организует мои концерты обязательно. Но в связи с пандемией вся эта деятельность остановилась. Как вообще пандемия на тебя повлияла? Как ты ее пережила? Чем ты занималась? Ну, пандемия сначала меня, конечно, врасплох. Я должна была жить в Москве уже. Я преподавала в Москве, потому что постоянно на съемках, и решила там работать. И преподавала. И когда я вернулась в Якутию, на 1,5 недели я здесь застряла, на 2 года. Вот. И чем занималась? Ну, я открыла свою онлайн-школу. И онлайн-школа у меня есть, огромный опыт и желание масштабироваться. Ищу команду, чтобы... И я очень конкурентоспособна, потому что в моей онлайн-школе есть такие техники из традиционных наших знаний. То есть я уже была на мастер-классе учителя Бейонсе, я сама давала мастер-класс в Академии Игоря Крутого. То есть, и я поняла, что я, можно сказать, мастер своего дела и конкурентоспособна, потому что все преподаватели, они дают западные технологии, распевки, там, все время, как весь мир учит. А я придумала методику, чтобы на наших техниках обучались. Хонсо, тангалай, кылыгах, горлохрипение, чайки. Это все тоже техники являются. Это целое искусство. И занялась онлайн своей школой. И это международный потенциал ведь, да, получается? Да, у меня всегда вот очень широко амбиции большие. Тем более, если с английским у тебя все хорошо после Канады. Да, мне просто нужна команда, да, чтобы я не все, маркетинг, я стала обучаться. Во время пандемии я уже обучилась маркетолог, таргетолог, вся вот эта тема мне стала очень интересна, и я постоянно училась, обучалась, читала. И, кстати, я стала больше практиковать йогу, цигун, жесткий цигун и дыхательные практики. То есть и вот эти темы очищения, питания, в общем, вся тема оздоровления и долголетия мне сейчас №1. И путем вот этих вот практик теперь у меня есть какие-то знания, опыт, что человек может жить без лекарств, без операций, и заранее с детства надо это внедрять. Даже простые вот эти дыхательные практики, сейчас я везде даю мастер-классы. Вот недавно я была в наркологическом диспансере, где зависимые пациенты, и я дала без оплаты мастер-класс. И то есть какая-то вот такая миссия. Хочу набрать опыта, чтобы помогать людям именно с помощью этих практик. Это вокальная йога? Да. Активно преподаю, даю мастер-классы. За последние вот 1,5 года я дала опять Москва, Петербург, Алтай, Хабаровск, Сочи, Краснодар, Казань. То есть и разные социальные центры в Москве я тоже давала без оплаты для пенсионеров, потом опять волной накрывала. То есть набиралась опыта. И плюс онлайн у меня сейчас тоже есть ученики с разных городов России. Во время пандемии у меня было даже 60 человек из других стран. Франция, Америка, Канада, Ирландия. И я поняла, что, оказывается, это можно так. Просто грамотно все надо упаковать. На всякий случай лучше быть готовым. Да? Вокальная йога – это есть такое направление, или ты это сама придумала, открыла? Есть такое направление, и кто во что гораст. Но здесь совокупность дыхательных практик и звуковой терапии. То есть через дыхание и звук мы себя исцеляем, оздоравливаем, потому что это есть вибрации, это есть дыхательные практики, это есть баланс, pH-баланс. То есть я даю вот эти техники, которые сама получила, применила, особенно во время пандемии, и есть результаты хорошие и по здоровью, и так как все болезни у нас от, так скажем, зашлакованного нашего организма, да, а это психосоматика дает, это стрессы, депрессии и нереализованность. И последний вопрос. Перед началом интервью, когда мы разговаривали, ты проговорила, что у тебя есть какой-то проект новый. Я придумала проект
духовный, культурный, образовательный, туристический центр коренных народов Севера. Вот. И надеюсь, что он у нас реализуется. Там именно путем вот традиционных знаний и цель оздоровить нацию. И, конечно же, иметь возможность, чтобы жители города Якутска, гости, именно познакомились с носителями традиционных знаний и получали возможность и мастер-классы пройти, и встречать гостей. То есть как будто вот небольшое стойбище, да, наверное, с юртами, с чумами. И там же мы будем учить вокалотерапия, хороводотерапия, арт-терапия, рукоделие. Это все игротерапия. Вот все наши предки, они это все делалось для того, чтобы человек был именно три единства, гармония. Да? Это тело, душа, дух. И если у нас, как говорится, настроение есть, настрое – это тело, душа, дух. Тогда у нас все будет в порядке, и гармония будет, и здоровье будет, и человек может сам себя гармонизировать и не падать духом. То есть вот это главная задача и вокальной йоги, и этого центра. Спасибо огромное за интервью, было очень приятно пообщаться, и было очень интересно. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.